раз, раз. Раз, раз, раз. Все. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех, друзья. С вами снова я, Уарти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 9 августа 2021 года, 21:00 по Берлину и, соответственно, 22 уже 00 по Джохару. Приветствую, друзья. Всем салам. Давно не виделись. В воскресенье я не смог провести на чеченском языке эфир, так как был очень отвлечен одним другим. Не получилось. Извиняюсь. Так, давайте посмотрим, кто у нас сегодня. Жду, явись Аслан, говорит Ричард Рамзи. Явился Ната Наталія. Україна, вітаю свободних людей. Мы знаем, что это важливо для ичкерийцев. Речь идет о том, что на украинских веб-картах, я так понимаю, речь идет об этом, потому что у меня на превью стоит именно эта фотография, написано Чеченская Республика Ичкерия. Обозначена как, да, она пунктирной границей обозначена, но при этом она называется Чеченской Республикой Ичкерия. Оккупированная часть, временно оккупированная. И не знаю, кто это, веб-карты Украины, они на украинском языке фиксируются, и это делает Apple, на Apple это есть. И, по всей видимости, это дело рук украинцев. Ну, может быть, каких-нибудь американских украинцев. Ну, кто бы там ни был, как говорится, дай бог, чтобы его руки, которые это написали, только хорошее в руках держали. Всего хорошего этому человеку и всем, кто в этом нас поддерживает. Это очень важные такие моменты, они, может, кажутся такими малозначительными, но это на первый взгляд они малозначительные. Вообще же, Russia Today об этом сразу же отметилась, да, главная вот эта пропагандистка Симонян. Ну вот они у себя там вывесили там, кто, Первый канал, что ли, или как у них там пропагандисты называются, они у себя вывесили. Именно как, боже мой, Крым целый отобрать можно, исконно, законно, украинский, где крымские татары, коренные жители и их лидер, их представитель однозначно в самое трудное время, самое решающее время, однозначно сделал выбор в сторону Украины, сказал, что с Россией быть не будет, они не будут они с Россией. И при всем при этом еще часть Донбасса, Луганска, выдаются паспорта и так далее, и так далее. И теперь у них хватает наглости суверенное, независимое государство, которое они оккупировали, сравнивать с той агрессией, которую они совершили. Ну, короче говоря, у русских подпекло. И это говорит о том, что все правильно делается. И всем большое спасибо. Дякую. И по-чеченски баркал всем. Всем баркал. Дел рейс хуйль. Отлично. И продолжайте в том же духе. У нас еще осталось посольства, у нас нет в Киеве ичкерийского, паспорта признать. Ну там все другие политические моменты, которые должны решать политики. Первый шаг есть. Отличный шаг. Наш батальон тоже не трогать. Если они не замешаны, ни в связях с Россией не замешаны. Они не замешаны, они воевали против России. То их не трогать, других не трогать. Ну и потихонечку вот всю вот эту вату, которая есть в Украине, а ее очень много, не хочется об этом говорить, я не говорил все эти годы, хотя ездил в Украину и мечтал просто встретить какого-нибудь патриота, там, начиная там заселение в гостинице, в прогулках, на такси, в передвижении, и не встречал человека, который бы не ругал Порошенко или там не был там против этой войны. Против войны-то были все, ну как бы считали, что такие упаднические настроения были. Надеюсь, сейчас этого уже давно нет. Ну тогда были такие вещи.
И вот эти люди тоже должны понять, что они не могут во время войны быть против своей страны, потому что ничего хорошего, вот как чеченец, всю свою жизнь испытавший, вот видевший своими глазами, читавший в материалах дела человек, я могу сказать, что если вы будете с Россией, у вас не будет ничего никогда. То есть у ваших детей, внуков тоже не будет. Это ваш осознанный выбор. Только из-за какой-то глупости или из-за какой-то слабости или сиюминутной выгоды, которую можно получить там где-то прислужив оккупанту или там прорусским кому-нибудь там прислужив. Это кража будущего своих детей и внуков, не только своего. Россия ничего никогда не производила, кроме зла, смерти, убийства. И поэтому остальное, что у нее было, все было ворованное, которое оно, опять же, этим злом, смертью у кого-то захватывало, обманом, хитростью, иногда покупала. Чаще всего просто как сейчас донецкие, луганские заводы, которые сейчас перевезли в Россию вместе с этими инженерами, учеными с этих заводов. Отобрали все, перевели, не со всеми учеными и там инженерами, но с некоторыми. И вот все, что у них имеется, все, что есть. Потом они обманули мир, сказали, что они цивилизованные, что они больше не те звери, которые устраивали голодомор, убивали миллионы украинцев, миллионы украинцев. Сотни тысяч в процентном отношении не меньше, чем других убивали чеченцев, ингушей и всех, кого только возможно было убивать. Репрессировали, относились плохо. Сейчас говорят, что вот украинцы там хорошо себя чувствовали в Советском Союзе там, и так далее, и так далее. Да, украинцы бы лучше себя чувствовали, чем, например, возьмем чеченцев или кого-нибудь там, таджиков возьмем, армян возьмем. Да, украинцы чувствовали себя лучше, даже хоть армяне были очень такие покорные и преданные. Да, за счет интересов своих соседей армяне были покорны, преданы России, и за счет наших интересов, чтобы выслужиться. Но и при всем при этом, на каком бы хорошем уровне украинцы ни находились, стоило этим украинцам чуть-чуть проявлять свое самосознание, свое украинство, они автоматически отшивались, им нужно было шифроваться не меньше, чем евреям, которые тоже очень сильно шифровались, менялись фамилии, там как-то изменялись, украинцы тоже их меняли, некоторые, хотя некоторые не меняли, оставлялись, но он по факту никогда не проявлял своей украинскости. И вот им позволялось подняться до какого-то уровня. Также можно сказать, чеченцам тоже позволялось, если ты предан всем, чем только возможно, тебя проверяют и прямо, и косвенно, там того же Руслана Хасбулатова возьмем, или там других каких-нибудь людей. Если у вас жена русская, если вы политически русский, как говорится, да, тогда позволялось. Но при всем при этом украинцы были второго сорта. И Дудаеву как-то предложили, мы можем любой пост министра обороны, любой пост в Российской Федерации, вы можете только Чечню, возвращайте в состав, включайте в состав, потому что Чечня выходила из Советского Союза, а в Российской Федерации она никогда не была. Подписывайте федеративный договор, входите в Российскую Федерацию, и мы вам дадим любой пост, сказали Джохару, спроси, что хочешь, вплоть до министра обороны Российской Федерации. И Джохар сказал, я лучше буду волчонком в стае волков, самым крайним, чем быть у вас там на передовых. Поэтому лучше украинцам быть свободным, независимым. Больно, трудно, с русскими будет не легче, точнее будет намного хуже. Итак, приветствую вас всех снова, друзья. Перехожу к вашим приветствиям. Адам Грузинский, ассалам алейкум, истох шизудин хильдол чорт, дагдошун, алейкум ассалам, Адам. Ичкерия,
XXX. Ассаламу алейкум, брат, Сахоми, ваш ассаламу алейкум, салам, Сахоми, ваш Ичкерия. Эфир Беркат и Йоэль, эфир жаркий, Хирюй, аслам, Боже, храни Америку, все будет Ичкерия. Посмотрим, тут, как будете вопросы задавать, там иногда к нам залетают провокаторы, они провоцируют, и тогда он получается жестким, жарким, извиняюсь. Машу Ичкерия. Александр Дельгин, идите дин Сахома. Неуловимый Джо, ассаламу алейкум, ассалам. Арсіом Цеценець. Вітаю вольних людей. Артем Цеценець. Вітаю. Спасибо, Артем. Так, Сиган. Салам машал вильным людям. Ассаламу алейкум вильным. Ва алейкум салам. Машоль. Так, я леди пропустил. Она сейчас потерялись комментарии. Так, леди тоже тебя приветствую. Машоль. Так, Аслан Лорс, Машоль, Аслан. Вилпесин Культова, алейкум ассалам. Так, витаю вас, друзья, Максим 1. Приветствую, Максим. Рад, что зашел. Все будет Ичкерия, Дайлмула, гражданин Ичкерия, Дайлмула. Чечня не Россия. Аслан, не буди в Симоняне Бобриху. Но она была какое-то время очень на Бобриху. Я удивляюсь этих людей. Ну как вообще, какая мама их воспитывает? Такие бессовестные, ради денег, просто готовы говорить, делать. Ну, да, век живи, век удивляйся. Так, ночи, алейкум ассалам, Дима Бимбан, мое почтение, все будет Ичкерия, Украина. Дима, приветствую, ночи, алейкум ассалам. Так, Рабинович у нас снова тут, рад видеть. Рабинович, шаломчик. Сегодня очень понравилось обращение украинских героев. Все будет Ичкерия, Украина, понад усе, говорит Довиля Янтюте. Да, все будет Ичкерия, спасибо, Давиля. Рад вам. Так, Асланбек Тутаев, салам машаллу, друзья, я все перемотаю нормально. Ассаламу алейкум, ассалам, нормально. К сожалению, не так много белорусов понимает, что такое РФ, говорит Артем Цеценец. Да, у белорусов вообще пребывали вот все это время, батька обеспечил какую-то видимую стабильность. И белорусы, ну и батька вообще хитер был. Он конкретно не ложился под Путина, вот так откровенно. И белорусы надеялись, что накопятся силы, наберутся там пассионарии, и можно будет что сделать. Ну вот не получилось. И в этом плане белорусы, конечно же, сейчас более проигрышное положение, чем украинцы. Но при всем при этом Беларусь так поддерживает, и мы, чеченцы, начали поддерживать на всех митингах, Хусейн Исхан, на все. И белорусы как бы нас или побаивались, или же с опаской, может быть, посматривали, или там, ну, много ж пропаганды, а в Беларуси все время про нас говорят, что мы радикальные каратисты и фундаментальные пофигисты, наверное, так. Поэтому так думали. Но ничего, все будет Ичкерия, да, Алмула. Вена с вами, Албания, приветствую. Нормально, алейкум салам. Хамзат Гилаев, алейкум салам. Салам Мелдельчар. Алейкум салам. Хамзат Машволь. Она не человек, она бобриха, говорит. Да. Всем братьям давайте поддержим Аслана, ставим лайк, говорит Эд Мамедов. Эд, приветствую тебя, рад, что зашел. Так, все свои на месте. Ага, Мухаммед Технологи инновационно. Ассаламу алейкум, всем свободным, алейкум салам. Машвойль. Украине все сделали радикалы. У белорусов что-то типа Навальнят пыталось, поэтому побаивались. Радикалы украинские не боялись бы.
Даниэльбек Трамп, украинские радикалы или националисты, кто они были, не знаю, но я видел картину, что с деревянными щитами, когда снайпер убивает одного, люди все равно не разбегаются, идут вообще безоружные, с деревянными щитами или с какими-то полицейскими вот этими тоненькими щитами. Идут и вытаскивают человека. Это было захватывающе, это было так, духоподъемно, скажем так. Видимо, не только меня это зацепило, но и украинцев тоже, которые все это видели, наблюдали и почувствовали, что можно. И вот этот вроде бы, да, обычное действие, может быть, даже не смелого человека, который просто видит, что человек ранен и умирает, и просто в нем говорит его совесть, его сострадание, его гуманизм. Он, зная, что может идти, и вот этот свой страх пересиливает. Вот это дорогого стоит. Не боящихся людей нет. Есть люди, которые не боящиеся человека, этот только дурак, наверное, не боится. Или фанат. Фанат то же самое, что дурак. Шульдамаг. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Шульдамар. Шоуэль. Дейлер саламаш. Веласалам бахамзец. Дейлер саламаш. Так, слава Украине. Героям слава. Салам алейкум. Витаю шалом. Как найти? Ва алейкум салам. Витаю шалом. Как найти? Так. Всем салам. Файтер приветствует. Спасибо, что тоже зашел. Так, я хотел вам сейчас показать кое-что. Я хотел показать вам видео по поводу, как вы помните, в прошлом году был убит Мамихан Умаров. Мамихан Умаров на чеченском языке очень сильно критиковал Кадырова, кадыровскую администрацию, установленную в России, и был убит. Человек, который его убил, тоже является чеченцем. Он получил пожизненный срок, как нам сообщает Кавказ Реали. Задержан был практически сразу, по-моему, преступник. Как сообщает следствие, Мамихан Умаров хотел приобрести пистолет в обмен на свой подержанный БМВ. И человек, который должен был совершить обмен, 6 раз выстрелил в него в машине, да, сидя. Просто расстрелял человека в машине, и за это, по всей видимости, получил деньги от Кадырова, от российских спецслужб. Потому что я убежден, что это человек не просто какой-то кадыровский человек, да? Нет, это не Кадыров, это обычный. Потому что Кадыров это власть вообще, российская власть, часть российской власти. И Кадыров не может нанимать людей, если эти люди потом не будут полностью их под контролем. Это не молодой человек, уже там за 40 лет, на вид, по крайней мере, человеку. Я думаю, человек много лет служил России, и вот тут он за деньги дополнительную подработку решил сделать и загремел на пожизненный срок. Давайте посмотрим видео с канала Кавказ Реалии и потом продолжим. Суд в Австрии вынес приговор по делу об убийстве критика властей Чечни Мамихана Умарова, более известного как Анзор из Вены. В совершении преступления обвинялся его земляк Сарали Ахтаев. Спустя год судебных разбирательств его приговорили к пожизненному заключению. Мамихан Умаров вел блог на Ютубе. Его видео собирали сотни тысяч просмотров. Широкую известность Анзор из Вены получил после того, как заявил о попытке руководства Чечни заказать ему тройное убийство в Украине. Умаров отказался от предложения и рассказал об этом случае в интервью украинским СМИ. В подтверждение своих слов он передал аудиосообщения, записанные, предположительно, депутатом Госдумы России от Чечни Адамом Делимхановым.
4 июля прошлого года Мамихан Умаров, как считает австрийское следствие, собирался приобрести пистолет Glock в обмен на свой поддержанный автомобиль марки BMW. Оружие должен был передать Сарали Ахтаев. Оставшись с блогером наедине в машине, он начал в него стрелять. Всего нападавший произвел 6 выстрелов, последний в голову. Приговор по делу 6 августа вынес суд в городе Карнейбург. Ахтаев на заседании вину не признал. Телохранитель Мамихана Умарова, осужденный ранее за применение оружия при попытке защитить блогера, заявлял в суде, что за убийство Анзора из Вены в Чечне обещали вознаграждение в $5 миллионов. Проверить эту информацию не представляется возможным. Однако на вынесении приговора 6 августа Сарали Ахтаеву показали фотографию его брата, позирующего с крупной суммой денег. Прокомментировать этот снимок Ахтаев не смог. Важно отметить, что в Австрии убийство Умарова расследовало Управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Глава МВД страны обещал найти заказчиков преступления, чего пока не произошло. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя гибель блогера Умарова, обвинял в произошедшем некие иностранные спецслужбы. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк и не забудьте подписаться на наш канал. К большому сожалению, пока не удалось установить, кто является заказчиком, но без сомнения можно сказать, хоть в этом ролике нам показали Рамзана Кадырова, которого все обвиняют, и на самом деле звеном, цепочкой этой машины убийства есть Рамзан Кадыров, это ни в коем случае нельзя отрицать. И невозможно отрицать. Конечно же, человек убивал и, по всей видимости, будет дальше убивать людей. Но вот нужно понимать, что Рамзан Кадыров – это Россия, а Россия – это Рамзан Кадыров. Поэтому, если совершается такое убийство, то за этим стоит государство, как за убийством Мамихана, как за убийством в Берлине ФСБшникам, да, заказное убийство было, убит был чеченец. Ну, вот вещи, которые очевидны, но при всем при этом Австрия все равно продолжает, хотя и Германия после убийства в Берлине тоже. Даже Грузия, да, Хангашвили являлся гражданином Грузии, даже Грузия каких-то особых, вот, да, на суде я не видел, да, вещей. Странно очень. Но в какой-то степени это объяснимо. Следствие делает свою работу, следствие задержало. В этом вопросов полиции, суду мы не имеем. Я лично не имею. Ни к убийству в Берлине чеченца, ни к убийству чеченца в Вене. Оперативно сработали, преступники задержаны, наказаны, единственные заказчики не указаны вот сейчас в этом деле, что, ну, конечно же, преступник не будет говорить, да, потому что это государство, которое убьет всех его родственников, того его брата, который деньгами щеголяет. Насколько нужно быть никем вообще в этой земле, вообще не имея никаких принципов, морали, никаких рамок, чтобы когда твой брат убивает человека где-то в Европе за деньги, потом вот брат этого убийцы был с деньгами, 5000-ми купюрами, там денег-то не так много, как это может показаться, но при всем при этом хвастаться этими деньгами, вот как веером, он этими 5000-ми купюрами, вот так, ну, я не знаю, что это за выродки, я по-другому просто их назвать не могу. В нашем чеченском обществе такие люди есть, я удивлен просто. Об этом дети, жены видят, матери, сестры их же видят, они домой деньги приносят. Это я не знаю, как это вообще возможно. И Австрия продолжает. Австрия вообще какой-то рассадник в Австрии российских спецслужб. Здесь в Германии они тоже есть. В Австрии тоже они имеются. Во Франции. Ну, короче, внутреннее дело
России уже Европа стала, мы все это знаем, убивают кого посчитают нужным, до кого дотянутся. Недавно пытались похитить моего друга, моего близкого товарища, соратника, заслуженного человека. Тоже совершили нападение, нанесли множество телесных повреждений. Фактически после того, как попробовали, не справились. По идее, они рассчитывали, что он инвалид, он многократно нету ни одной части тела у него, где он не ранен, где у него нет, одна рука у него практически не работает. При всем при этом четверо человек, напавшие и потом прикрывавшие, не смогли справиться, потеряв штаны, сбежали. Но сам факт того, что заслужил кавалер всех орденов, которые только есть в Чеченской Республике, честь нации, там, ну все, которые есть, и не одна честь нации у человека, много известный человек, ну честь нации, другие, я имею в виду, заслуги есть, пытаются убить. Также мы считаем это, что следствие, конечно, это установит более точно и детально. Но наша гипотеза предварительная является то, что меня, чтобы подставить и чтобы как-то, наверное, это было в день моего рождения, его похищение, потом убийство, чтобы можно было как-то связать со мной. Видимо, может еще какая-то там часть мозаики есть, которая потом связала бы меня с этим действием, и меня, может, куда-нибудь попозже подтянули бы, или же еще что-то. Ну, вот такие вещи Россия творит, продолжает творить, и, по всей видимости, будет творить. Но вот сообщаются, получается, хорошие вести. Вот на канале Юрий Швец такой есть. Он сообщает, что американцы или НАТО создают специальные группы, которые вот этих вагнеровцев будут находить в Африке и нейтрализовывать. Короче говоря, силовая сторона, уже с Афганистана выведены войска, там сейчас начнется головная боль всех вот этих диктаторов азиатских, которые там проживают. Соответственно, и России тоже, там российские головорезы тоже присутствуют. Ну и в Африке будут их гонять. В Сирии уже заткнулись, уже не слышно, не пищат, не визжат, тихо сидят, никаких своих больше трюков не выкидывают. Хотя мирные города, больницы, роддома бомбили каждый день нещадно просто. Алеппо, Идлиб, Ракка, сколько там они городов там разнесли просто к чертовой матери. Убили женщин, детей. После этого еще про Басаева что-то пытаются нам что-то предъявить. Вообще люди, не имеющие права вообще что-либо высказывать в приличном обществе, нам пытаются доказывать. Весь мир затерроризировали, и это считается круто, что нас боятся. Да потом, когда приезжают туристы сюда, в Европу, нормальные люди, и к ним относятся плохо, тогда не надо удивляться. Потому что вот убил чеченец человека во Франции, вот, накрученный российской пропагандой, Кадыровым, Демирхановым, другими, третьими, вот этими агентурой, психологами своими, вербовщиками. И мы оправдывались, мы все чеченцы, мы этого не хотим в нашем обществе. А тут сами совершают, да, их чеченцы не подбивают над это. Это такая государственная машина убийств, провокаций, лжи, обмана. И нам нужно как-то согласиться с этим, закрыть глаза, сделать вид, что да, нет, вы сами себе, русские, портите этим. Вы себе, вашему бизнесу, вашим детям, которые будут учиться, которым будет стыдно называться русскими. Потом они будут тоже включаться в эту игру, потому что все будут русских ненавидеть. А эта молодежь, которая растет, она будет, русская молодежь, видеть, что ее ненавидят, и отвечать уже обратно. И вот ненависть, которая накручивается, то зло, которое России делается, оно имеет далеко идущие последствия.
И пока русские не опомнятся, а они не опомнятся, это может продолжаться. Или же до невероятного по масштабу глобальной катастрофе это может все это привести. Которая, в принципе, уже начиная от коронавируса, и дельты, и, вероятно, будут новые штаммы появляться каждые там 2 года. Путин и Патрушев будут их закидывать для того, чтобы как можно больше дестабилизировать мир, обстановку в мире. Для того, чтобы вот в этой мутной воде ловить свою рыбку. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Сарали Ахтаев, который убил этого блогера, чеченца, я не знаю, кто был Мамихан Умаров, чем он занимался. Он говорил, что он раньше где-то в следственных органах где-то работал при Ичкерии. Потом, по всей видимости, воевал, потом, по всей видимости, перешел на их сторону или начал как-то с ними коммуницировать, уехал за границу, и у него убили брата. Он начал именно на Кадырова говорить не очень хорошие вещи, вернее, очень нехорошие, в том числе и на женщин, что как бы не приветствуется, кто бы это ни говорил, тем более в таком тоне говорит, это мы это одобрить не можем, так как не может чеченец это говорить, да, это не считается, ничего не может оправдать, никакое даже убийство всех твоих братьев не может оправдать, что так говорится. Но при всем при этом человек был доведен, и чеченцы слушали это и радовались той ответке, которую этот Мамихан Умаров наносил Кадырову, который сонт олцуна ночь, как-то чванливо, как-то по-свински себя ведет. Он, наверное, не знает, наверное, в каком обществе, какая нация его вскормила, какой нацией он управляет. Просто эта нация оказалась в постгеноцидном состоянии, потеряв практически всех защитников, дестабилизировав, разрушив вообще ориентиры чеченцев в этот момент, конечно же. Но, знаете, хук, когда пропускаешь, немножко можно получить, нокдаун получить можно. Но даже от нокаута люди встают. Поэтому чеченский народ жив, и нокаут. Чеченский народ уже давно пришел в себя, сейчас посматривает вправо-влево, и я уже не беспокоюсь за чеченский народ, как, например, 3 года назад, как я за него беспокоился. Поэтому все отлично, и Кадырову, и вот этим Сарали Ахтаеву, и всем его последователям, те убивают людей, вам рано или поздно придется отвечать. Халиф на час это называется. Сарали Ахтаев даже не поддержал эти деньги, сел пожизненно. То же самое коснется его брата и остальных людей. Кровь за кровь, око за око. Принцип Талиона, его никто не отменял. И не в этой жизни, так в следующей жизни за все придется отвечать. Единственное, что может поздравить Сарали Ахтаева, что он выучит хорошо немецкий в австрийской тюрьме. И ему повезло, что он сидит не в российской тюрьме. Так, пойдемте к вашим вопросам. Асан, что говорят в Европе про шантаж РФ по поставкам газа? НАТО Наталья. НАТО, что говорят? Здесь есть люди, которые против строительства, например, партия зеленых в Германии, например, про всю Европу я не скажу, но что-то могу сказать про Германию. Меркель за то, чтобы проводили вот этот Северный поток-2.
Долго они боролись. Здесь на самом деле в Германии большое значение имеют деньги. Большой бизнес. Вот я разговаривал с одним немцем, и он мне прямо говорил, что большой бизнес и все. Я говорю, а как же права человека? Вот этот мемориал жертвам Холокоста, который в центре Берлина, в самом престижном месте, большой такой мемориал с жертвам убийством евреев, других людей. Я говорю, а как же это? Ведь это же вот то, что вот этот мемориальный вот этот комплекс, он большой такой, большая территория, стоят такие столбы, такие большие, ну, плиты такие, металлические они, по-моему. Я говорю, ну а как же это? Если вы осуждаете то преступление, то как можно дружить, торговать с тем, кто совершает сейчас это же преступление? Такое же преступление, только еще, наверное, хуже это будет. Для всех это будет хуже. Большой бизнес, говорят. И, к большому сожалению, русские деньги или КГБшные деньги давно проникли и в немецкую экономику, и в европейскую экономику. Сейчас начинается выявление этих денег. Мы будем надеяться, что это будет такая серьезная борьба, зачистка, а не так по-легкому. Всех, вот, например, в Мюнхене, ну, в Баварии, не в Мюнхене, рядом с Мюнхеном, проживает Альфред Кох. Матерый просто, пропагандон, конченый просто, мерзавец, подсобник геноцида чеченского народа. Его приглашает этот, как его, Борис Райт-Шустер, тоже какой-то странный теперь стал Борис Райт-Шустер, хотя вроде бы так начинал так круто, но сейчас растерял весь свой пыл и как-то уже в фарватере уже идет вот этого Альфреда Коха, ну и других. И эти мерзавцы здесь живут, доживают старость, лечатся, строят. Вот Альфред Кох жаловался, бедолага, что наворованные у русских деньги, он не может, здесь построил дом, и ему какое-то там разрешение немецкие власти не дают. Это преступник Альфред Кох, который кровавые деньги, вот те же самые, там недалеко в Баварии есть концлагерь, бывший, ну сейчас это уже музей, бывший концлагерь, Дахау называется. Это один из первых концлагерей, где умерщвляли людей, там есть газовые камеры, там есть крематорий, где сжигали людей. Это такой лагерь. И Альфред Кох именно тот, который может проехать, посмотреть. Просто у немцев это как-то делалось более собрано, да, более так организовано все это, да, ограждение, там место, где убивали, где место сжигали тела, все это как-то более. У русских, как обычно, тяп-ляп, там убили, потом обвязали гранаты, взорвали, раскидали мясо, чтобы там животные поели, закопали, там, например, убивают людей, сжигают их на покрышках, потом в ящики из-под снарядов складываются кости, потом все это закапывается глубоко. Такие находки в Чеченской Республике много было найдено, еще их не дают раскапывать, много есть, где еще надо их доставать, эти останки людей. Вот так относится Европа, да, есть двойные стандарты, есть где большой бизнес, все, где большой бизнес, это рабочие места они дают, и они кормят экономику, они содержат беженцев, которые приезжают, ну, налоги содержатся, имеется в виду, в том числе и налоги большого бизнеса. И, ну, как бы об этом не принято, особенно не немцам об этом как-то говорить не принято. Я буду об этом тоже, конечно же, говорить. Я благодарен, конечно же, Германии, что мне, моей семье, моим родителям, всем нам помогли, помогут. И Германия не на словах, на деле узнает, что всю свою жизнь и мы, и наши дети будут хорошими, верными, если не гражданами и
частью Германии, кто-то если вернется, то, по крайней мере, будем верными, надежными друзьями. И у нас это на сотни лет это будет, то, что сейчас немцы сделали. Но об этом, конечно, нужно говорить. И это угроза для Германии. Взрыв автобуса, например, сейчас Северный поток хотят провести, да. Да, Германия получит у себя Северный поток, и русский именно и Путин именно на это делает ставку. Мы сделаем вас сильнее, у вас будет газ. Германия сможет этот газ уже распределять уже от себя другим странам. И, такая вот Германия на привилегированном положении получится. Да, это угроза для Украины, что газ не будет проходить через Украину, и Россия нападет. Или там те деньги, которые Украина получает. Я считаю, что Украине вообще не нужно. Да, если есть обязательства перед Западом на несколько лет, да, уже, хотя война идет 7 лет, эти контракты могли в принципе закончиться, и пускай эти западные страны, которые не помогают Украине, ищут этот газ в другом месте, тот же сжиженный газ, сланцевый газ, как он называется, его пускай закупают, как-нибудь по-другому действуют. Но Украине надо было давным-давно прекратить вообще эту поставку. Напасть, пускай нападают. Они так собирают, оставьте себе эти деньги. Мы должны четко разделить свой-чужой. Если этого не происходит, то происходит бардак просто. И немцам выгодно. Русские полностью платят за этот трубопровод. Вначале было так, что часть делают немцы, часть делают русские. Русские часть со своей стороны, немцы со своей там докладывают. Как пополам. Потом немцы отказались, так как положение, какая выгода, да, для Германии получается, так как русским очень нужно было, а немцам в немецком обществе не все хотели сотрудничать с русскими, далеко не все хотят. И тогда русские сказали, что мы бесплатно проложим, за свой счет проложим, точнее, весь маршрут, все мы сделаем, просто принимайте газ. Кто от этого откажется? Разве немцы могут от этого отказаться? Меркель, канцлер будет не канцлером, если она не думает об интересах своего государства. Конечно же, это все неправильно и так далее, но вам бесплатно проводят трубу, и вы эту трубу можете, когда захотите, закрыть, не брать у русских этот газ, когда захотите, открыть. Также вы можете, кому вы его отправляете, можете, если у вас возникают какие-то там трения, оказывать давление. Кто бы что ни говорил, вот эта газовая труба, это, конечно, рычаг давления. Не как русские, наверное, грубо. Даже русские, при всем при этом, обремененные вот этими договорами международными по поставке газа, ведя войну, скрипя зубами, вынуждены были украинцам выплачивать за транзит эти деньги. Снижать им цену и так далее, и так далее. Потому что ни говори, это есть рычаг, и русские более цивилизованно, в отличие, где их деньги и бизнес, там они соблюдают, где они могут понести убытки. А где им плевать на народ, они туда, конечно же, посылают, не обращая внимания на жертвы, которые могут быть там, и человеческие жертвы. То есть, касается бизнеса, то да. И, конечно, немцам будет выгодно, если вот этот трубопровод будет. А он, скорее всего, уже будет, этот трубопровод. Там с оговорками, что если у Украины начнутся проблемы, там Путин говорит. Вначале даже был такой разговор, что Путин сказал, что типа поставки Украины газ тоже будет продолжаться. Это вообще даже обсуждать, что что-то Путин сказал. Он спит и видит, как он повесит всех вот этих украинских патриотов, расстреляет массово, сошлет их в Сибирь, врет, как дышит. Он, наверное, правду уже и не говорил никогда за последние свои 20 лет или всю свою жизнь. Только говорит, что Путин сказал. Конечно, это неправда. Конечно, это удар по Украине. С другой стороны, какие бы удары Украина не получала, Украина, если она суверенная, независимая, ей надо выстоять. И только мы безвозмездно
абсолютно мотивированно заинтересованы в поддержке Украины. Ну, конечно же, не только мы, имеется в виду ичкерийцы, но есть и на Западе, и в Америке у Украины очень много друзей. Слава Богу. Слава Богу, что оказались украинцы, которые занимают хорошие высокие посты в разных местах, в разных вещах, там, где смогли. И они остались украинцами. И это очень сильно способствует, потому что украинская эмиграция в Америке, в Канаде, в Европе, очень много людей. И вот благодаря этому некоторые украинцы у себя в Украине просто ватники кончены. А вот человек, который родился, может быть, даже уже не в Украине, он больше патриот и верен своей стране, своему народу, своей нации, чем те, кто даже находится там. Это тоже очень выручило. Ну и, конечно же, уже все рамки, которые Россия перешла. И что говорят? Ну, говорят, что, скорее всего, будет этот Северный поток. Трубопровод будет. Как газ идти будет, пока неизвестно. Ну, что бы ни случилось, Украине надо, да и давным-давно надо было расстаться с этим русским газом и больше не продлевать эти контракты. Тяжело, но лучше так, чем вот так с ними. Так, нормально. Bellingcat предоставили доказательства в причастности к ГРУ убийстве Хангашвили и заказчика в убийстве Анзора тоже не за горами. Да, Bellingcat представил доказательства. Он не говорил, Bellingcat, что причастен к ГРУ. Об этом говорил вот этот Доброхотов, по-моему, да, вот этот, который с ними с инсайдер, да, по-моему, называется. Этот Доброхотов говорил, что он связан с ГРУ. На самом деле там он был связан с вымпелом ФСБ, да, там он тусовался. Конечно, ГРУ, они все, видимо, эти убийцы между собой как-то встречаются, обучаются на разных базах. Там ГРУ не было. И было на суде, я лично слышал это, на суде было сказано, что спецслужбами Германии установлено, что вот убийца Хангашвили Зелимхана является сотрудником, бывшим или действующим сотрудником Федеральной службы безопасности. Не военным, а спецслужб России, вот, Федеральной службы безопасности. Я об этом, как только вышел как раз сюда, сделал об этом тоже заявление. И у меня на канале есть это видео. А так, конечно же, за этим стоит Россия. Никто не будет убивать людей, кроме государства. Так, друзья, я немножко перемотаю. Ну, российского государства имеется в виду. Так. Правильно сказал Юрий Швец, если Украина не станет этой трубы, то откроются новые возможности по добыче своих ископаемых, а в Украине их много. Да, Максим, абсолютно верно. Даже мне кажется, это немного даже оскорбительно для Украины. Знаете, вот та проблема вот этого младшего брата, хотя там они называют сестрой Украина, наша сестра, сегодня смотрел Толстого, говорит сестра. Та проблема, сейчас закончу с этим, проблема младшего брата, она очень влияет на психологию людей. Ни в коем случае, никакой вы не младший брат. Наоборот, вы, Украина, Киев, мать городов русских, из Киева, из Украины дана вот эта вся история, да, она у вас воровалась, не имея своей, чтобы не примазываться к вам, не быть частью вас, чтобы доминировать над вами. Они ее крали и называли ее своей, вашу же историю, ваших же лидеров, ваших же там и царей, кто там, князей и так далее, которые были в Украине.
На самом деле вы являетесь, да, и русские были бы, россияне, русские были бы не до конца, вот вы сестра, если была сестра младшая, да, это еще как бы принизить пытаются Украину, Украина женский род, хотя Россия тоже женский род, но пытаются, что вот они такие вот, такие, а это их младшая сестра, там и так далее. На самом деле русские были бы не русскими, они были бы не сами с собой, имеются в виду имперствующие русские, да, оговариваюсь сразу же. А если бы это было просто надругательство, убийство сестры, но ведь есть еще что-то похуже, а это издевательство, надругательство над матерью. Вот самая крайняя форма, которую только возможно представить, что может быть, да, хуже убийства сестры, там, измывание над сестрой. Хуже это еще над матерью делать. Поэтому Украине стоит отказаться от всего вообще, что связывает ее с Россией, только так и никак иначе. И переходить на украинский язык не понарошку, чтобы насолить кому-то, а вот полностью мыслить по-украински, все делать по-украински. Только единственная просьба, когда говорите с нами, желательно все-таки с нами говорить на русском, потому что вы его пока знаете, ваше поколение, наше поколение знает. Вот следующее будет знать только украинский там и какой-нибудь английский, французский или немецкий. Это намного будет полезнее для украинского общества, украинской нации. Поэтому не нужно ничего от России вам. Ничего вам не нужно. Ни сила духа вам не нужна, которой у них нет ее. Ни газа нет у вас, он свой есть. Все у вас есть. Абсолютно самодостаточная, великая нация на самом деле. Если вы будете ее дальше вот так развивать, а не быть приложением. Я не говорю, что вы являетесь приложением. Наоборот, очень достойно себя ведете, показали. Я надеюсь, так и будет продолжаться. Виктор Маркович, это потеря доходов от транзита русского газа в Европу, поэтому и Польша против. Да, Виктор, я знаю, каждая страна, через которую идет, все против, но вы воюете, вы гибнете, и ваша государственность под угрозой, ваше будущее под угрозой. Поэтому сейчас вопрос жить в землянке, в палатках, есть там, я не знаю, впроголодь, там, жить в лесу, но отстаивать. Потому что у этого будущее, вот у этого пути. А с Россией никакого будущего нет. Никакого. Ну, кроме ужасного, имеется в виду. Никакого развития нет. Так, Рамазан Ильязович, согласен, Асан, для Украины должно быть неприлично рассчитывать и брать газ и прочие ресурсы, которые Россия фашистским образом ворует у малых народов. Нужно развивать науку, экономику, как Израиль. Да, Рамазан, абсолютно верно, ты абсолютно правильно говоришь, да, это наш газ, наш там, народов севера, которые оккупированы Россией. Но об этом уже вообще никто не вспоминает. Хотя ты прав абсолютно. Так, как раз хотел это сказать, когда говорите с ними, говорите по-русски. Говорите с нами, говорите по-русски, как найти. Салам алейкум из Казахстана, правда за Украину. Алейкум салам. Бог ваты с ником. Я только с чеченцами общаюсь на русском. Спасибо, Виктор. Дима Биман, для нас русский язык теперь стал трофейным языком. Ну да, тоже верно. Я вот, видите, тоже, если бы мы не владели бы русским языком, например, евреи, казахи, украинцы, ну и все не смогли бы мы изъясниться, понимаете? Мы сейчас в таком переходном периоде находимся, где пользуемся трофейным языком.
говорите на своем, чем молчать на русском, говорит Аслан. Это, так, я перемотаю, друзья. Радіо Аматер. Аслан, подивіться, будь ласка, непрочитанные поведомления ФБ в Фейсбуке. Я давно, правда, не заглядывал вот, в Фейсбук, ну, в личку. Посмотрю обязательно. Так, у меня там два, да, если вы знаете. Тот запасной меня уже давно не банили, вернее, банили там на недельку, по-моему. Я так пережил это спокойно. Но у меня основной заканчивается на W. W у меня в конце фамилия. Так, если пишите, то туда, потому что тот я могу еще не скоро зайти. Аслан Лорс, Аслан, если можно, сделай стрим про Закриева Руслана, про бывшего президента Шалажи и про Гантемирова Беслана. Как эти клопы противостояли Чеченской республике Ичкерия. Внуки должны знать свое происхождение. У меня про Закриева, я вот в прошлый раз ты мне за него говорил, я мало что знаю про эту Закриеву. Про Гантемирова побольше есть информации. Да, нужно их тоже обсудить обязательно. Было бы хорошо поговорить с людьми, которые с ними общались, контачили, взять интервью у них. Что за люди, как они действуют. Тот период, которым они мешали работать. Вот с ними бы кто-нибудь из наших политиков, из наших работников каких-нибудь там силовых структур бывших, если бы согласились бы, было бы интересно поговорить. Да, Алмола, поговорим, Аслан. Данильбек Трамп, украинцы, у вас есть один украинец, философ, Баумейстер. Знает, кто его и как к нему относитесь? Так. Хамзар Гила, и никогда не было, Аслан. Да. Русы это скандинавы. Аслан, вы нацист. Чем вам не угодил русский язык? Дыхание льда. Нет, я не нацист. И то, что я не нацист, подтверждают евреи, которые у меня здесь есть, украинцы, грузины, литовцы и все остальные, которые тут есть, казахи. Поэтому я ни в коем случае не нацист. Наоборот, у меня в какой-то степени вот чеченский вот этот патриотизм, который нам закладывается с детства, в какой-то степени даже перерос, можно сказать, в национализм у меня в какой-то период времени. Но я с успехом от него вылечился, быстро понял, что это абсолютно ложное направление, это заблуждение, что какая-то нация лучше другой нации. Просто каждая нация имеет право на самоопределение, на жить так, как хочет. А то, что лучше или хуже, это вообще не имеет никакого отношения. Поэтому я ни в коем случае не являюсь нацистом, а то, что нужно говорить на своем языке украинцам, то, что я посоветовал, и вы меня назвали нацистом, это не потому, что я ненавижу русский язык или русских как нацию. Нет. Если от русских убрать тот империализм, фашизм, который в русском народе, в русской культуре есть, наверное, русские могли бы претендовать там на одно из ведущих мест по самому нормальному и человечному народу, который я, например, встречал в своей жизни. Абсолютно нормально, адекватно, пока не включается вот этот империализм и фашизм. Вот в этот момент начинается вот какая-то сбой матрицы у русских происходит. Что я категорически уже все не принимаю это. А русский язык не нужен в Украине не потому, что я его не люблю или украинцы его не любят, а потому что нужно самим сохраниться. Столько лет, уже больше века, ну какие там еще больше времени, века, украинцы подвергаются от сыночка какого-то, я не знаю, мужниного, да, какого монгольского сыночка, которого она приютила, вот он подрос и начал мамку свою бить, избивать, набухается и нападает на нее. Поэтому вот этой мамке, вот этой украинке, которой есть там свои дети, внуки, ей нужно как-то
свое сохранится, а не стать дебоширом непонятным. Поэтому это делается для сохранения. То же самое касается и чеченцев. Я специально пытаюсь хотя бы раз в день, раз в неделю проводить стримы на чеченском языке, чтобы хоть как-то внести свою лепту, да, сохранение на чеченском языке всей информации и как-то помочь языку чеченскому. Потому что благодаря усилиям русистов, да, фашистов, чеченский язык на грани исчезновения. Вот что нам сделали коммунисты, потом сделала так называемая демократическая Россия или царская Россия. Мы раньше не знали ни одного слова на своем языке. Теперь уже наш язык ЮНЕСКО заносит в список исчезающих языков. Это большая беда для чеченцев. И для меня в частности. Меня в школе не только не учили. Мне даже с родной сестрой не разрешали говорить в школе. Дома будешь на своем кумекать, мне говорили. В моей столице, в моей страны с родной сестрой мне выходилось так общаться. Конечно, я не молчал, но все равно такие вещи мне пробовали говорить учителя, русские учителя. Поэтому нацист это не ко мне. Так, я перемотаю, друзья. Так, Маждада, национализм нормальное явление, пусть все будут националистами, чембателями. Да, всему мера должна быть, Маждад. Всему мера. Как говорит, нас учит ислам, золотая середина должна быть для всего. Виктор Маркович, увы, есть нации, которые потеряли свой родной язык. Да, конечно, есть такие нации. И если вы помните, в прошлом или позапрошлом году в Коми АСР, да, или это был Чуваш, дедушка, учитель, пытавшийся сохранить язык, он облил себя бензином, поджег себя, чтобы для сохранения языка, это его такой протест он нес, потому что язык фактически их тоже исчезает. И это при этой супер демократичной, такой супер крутой, современной путинской КГБшной России. Так, ночь. У нас, говорят, низкоросло людей до обеда не пускали на базар из-за скандального характера. Думаю, Зе еще себя проявит. Посмотрим, что там Зе думает. Если бы он не трогал наших бойцов и чеченцев, или хотя бы он нормально привел доказательства, да, или СНБО, да, и, конечно, это не Зеленский, а СНБО, но если бы они привели доказательства, и мне проще было бы, чеченскому обществу было, а то как плюнули в нашу сторону, получается. А мы плевков ни от Зеленского, ни от кого-либо терпеть не собираемся. И если мы не терпим плевков от России, мы не потерпим и от Зеленского. Поэтому это очень оскорбительно, и это вбило в клин на такие хорошие, начавшиеся вроде бы отношения. Но может этому есть объяснение, может все сейчас разрулится, на что я надеюсь, в принципе. Посмотрим. Сурен Наму. Если Израиль нападет на Иран, Россия должна будет ответить. Там уже Америка, так что все зависит от Израиля. Я бы не сказал, что все зависит от Израиля. Далеко не все зависит от Израиля. Но Израилю нападать тоже, я думаю, сейчас нет никакого смысла. А если будет нападать, то у него должны быть гарантии, что Америка впряжется. Тогда это уже не от Израиля. А так, если я нападет Иран вяжется, Россия подтянется, и тогда Америка подтянется. На это тоже можно рассчитывать. Но если Америке это будет невыгодно, она скажет стоп, даже когда уже будет БСВ, расходимся. Поэтому, конечно, не все решает Израиль далеко, но при всем при этом и Иран, и Россия — это два народа, не берутся, ни иранцы, ни россияне, нормальные люди, имеются в виду, не берутся в расчет, но эти страны, которые
ну, своим людям не дают, и соседям не дают жития. Аслан, ты, по-моему, национализм нацизмом перепутал. Но национализм, он такая легкая форма нацизма. Нацизм это уже крайняя форма, да, в моем понимании. Да. Вот там много есть этих определений фашизму, нацизму и так далее. Ну, как я это представляю. Национализм, да, он присущ любому патриоту, но, опять же, и тот же националист должен понимать, что, да, он защищает, это называется еще патриотизмом, защищает свое, но это не значит, что он не понимает, что другое не хуже. Да, он защищает свое, он бережет свое, оберегает, развивает, там, вклад носит. Не просто там я вышел, там, одел ботинки, побрился на лысо, это если брать там скинхедов каких-нибудь и так далее. Нет, это никакая польза не приносит, это бред просто. А вот если человек защищает свое, да, это именно исходя из своей национальности. Но сейчас такой мир, что просто одну свою национальность ты не можешь защищать. Если у нас, например, проживает русский и чеченец, а этот чеченец там украдет у него что-то или там еще ему что-то плохое сделает, и в этом плане кто-то может сказать, да, это русские, они заслуживают. И я знаю, что так может быть. Тот же чеченец, которого его спросят, ты зачем украл? Да он же русский может сказать. Но это сложившиеся ситуации, да, в связи с войнами и так далее. Это еще как-то можно объяснить, почему так человек говорит. Но если мы живем уже в нормальном построенном государстве, то у этого русского есть такие же права, как у этого чеченца, и этот чеченец должен ему возместить все, вплоть даже если это было убийство и так далее, чеченец должен быть наказан. А если человек начнет говорить, нет, он чеченец, ну, возьмем крайний случай, чеченец убивает русского. Сегодня это сейчас кажется, может быть, нашему слуху не как-то, да, странным, хотя для нормального человека это не должно казаться странным. Но вот, допустим, с учетом всего, что сложилось, чеченец убивает русского. А этот чеченец из богатой семьи, там, сильной семьи, там, у него папы, дяди, там, ичкерийской власти. А этот русский рабочий какой-нибудь завода. А по закону у нас смертная казнь за это. И вот этого чеченца, вот у кого дяди, тети, генералы, там, судьи и так далее, нужно судить и наказать так, как был бы наказан любой другой человек. А если кто-то выйдет и скажет, ну он же русский, его можно убить, вот в этот момент это уже национализм, он переходит уже в нацизм, то уже убийство разрешено. Поэтому это такие сложные вещи, которые очень легко, вот эта грань пересекается, когда ты начинаешь. Все должно быть в рамках закона, то есть взгляды не должны даже влиять. Что-то я уже начал уходить далеко. Ее можно, эту тему, развивать и развивать. Аслан, ты согласен, что у русских мышление арабское и господское? Я согласен с тем, что русские могут быть или над, не про всех я говорю, про большую часть, или над, или под. Вот с этим я согласен. И я согласен, что вот это над или под, это рабское мышление, оно не господское мышление. Господин это человек, который даже без рабов он будет господином, дворянином, скажем так. Господин это, может так громко, ну, по крайней мере, в русском языке это так звучит. Только рабство может вас делать хозяином над человеком, и будучи рабом, вы можете покорять вот так человека, ущемлять его в душе рабом. Даже, может, ни одного дня вы не были рабом. Или же подчиняться. Вот, ну, уже понятно, рабство. Поэтому я считаю, что у русского мышление рабское.
Для этого есть масса причин. Это история русских показывает, что они из рабства так и не вышли и перешли в советское, в коммунистическое рабство. И вот сейчас они более-менее вздохнули, вроде рабства нигде в мире уже нет, но вот почитание такое, без слов даже почитание, с намеком, понятно, по намекам все понятно, ну вот такого плана у русских, ну, как сигналами понимают. Барин сказал, все, он уже все понял. Вот это есть, да, есть у русской культуре это есть. Это да, с этим я согласен. Ну, господами русские закончились в 18 году, когда все эмигрировали. Наверное, закончились. Я не знаю, какие они тогда были. Ну, говорят, были какие-то дворяне. Так. Нацист ненавидит другие нации, а националист готов умереть за свою нацию. Ну, ну да, в принципе. Наверное, правильно. Аслан, что случилось? Рубать она сломалась, Ичкерия больше не по зубам, говорит Ишак Шмуль. Я не знаю, что ты имеешь в виду, сломалась или нет. Изяк, ты вроде говорил, ты чеченец, тебе по зубам Ичкерия? Ну что такое ты говоришь? Не знаю, сломалась она или нет, не знаю, что она, устала женщина, у нее рак, она сейчас борется с этой болезнью, проходит химиотерапию. Вы знаете, человек, и Рубайте эмоциональный человек, она что угодно может сказать, она никого не предавала, нету ни одного человека, который может показать пальцем, что ты нас предала и так далее. Я бы не хотел бы, чтобы Рубати поехала в Чечню, если касается моего мнения. Но я абсолютно посторонний человек для Рубати. У нее своя жизнь, свое это видение. Но даже если она поехала бы и там что-то там вернулась бы, жена Аслана Масхадова тоже поехала в Чечню. Много кто ездил в Чечню, ездит. Хотя первая леди Алла Дудаева, например, не ездит в Чечню. Але, ну, я не знаю, я не могу ни жену Аслана Масхадова обвинить в этом. Абсолютно не могу. Ни Рубати не могу обвинить. Я могу обвинить мужчину, который стоял на этом пути, потом отказался и поехал. И это я могу сказать. И Исаак Шмулевич, если у тебя это настоящее имя, выйди и сделай то же, что делает Рубати. И потом можешь спросить, по зубам Рубати она, это Ичкерия или нет. Ичкерию многие оставили, я тебе скажу. Наши министры, наши большие-большие там люди, многие оставили сейчас Ичкерию. И, слава богу, конечно, они не перешли на сторону русских, но, по крайней мере, не принимают никакое сейчас участие в этом. Таких людей очень тоже много. Рубати, по крайней мере, говорила, делала, проводила митинги, много чего, продолжала это делать, несмотря даже на свой рак. Она была, может, не надо это говорить, там, без волос, в косынке, когда пришла на суд Хангашвили в Берлине. И стояла, вот, еле стояла на ногах. Поэтому я не знаю, что сказать по этому поводу. Мне кажется, мы не должны слишком много требовать от людей то, что сами не делаем. Тойзен, Аслан, под твоими комментариями про веб-карту на украинском языке Apple у россиян до сих пор горит. Где ты имеешь в виду, Тойзен, в Фейсбуке ты имеешь в виду? Так. Так, сейчас я тут одну минутку.
Да, Арсен, я получил от вас сообщение, это, мне кажется, оно интересное. Я с ним ознакомлюсь после стрима обязательно. Сейчас я не буду зачитывать, потому что мне нужно будет, наверное, задать вам несколько вопросов по этому поводу, потому что достоверность информации, конечно, я, наверное, 100% не могу гарантировать, которую я озвучиваю. Не всегда могу гарантировать 100%, но, по крайней мере, эту информацию мне надо чуть-чуть хотя бы обмозговать. Хорошо, я обязательно в следующих стримах, если это будет уместно, я это обязательно озвучу. Спасибо вам. Если есть еще какая-нибудь информация, что касается таких же вопросов, присылайте. Будет очень интересно узнать все подробности. Еще раз спасибо. Как найти? Нам Кремль навязывает такой ислам, будто кругом заговор, враги. Да, именно так. В юго-восточной Украине, в городах я не слышал украинского языка. Я не слышал. Россию создала, Виктор Маркович говорит, так. Новчикант, Россию создала Украина. Это русских бесит. Маждада, я за Израиль. Батила надо добавить, Маждад. Никола Ставповенко. Ант, мы их крестили, мы их выпиваем, похороним. Выпиваемо. Отпоем, да? Уважаю Израиль за то, что смогли построить свое государство. Абсолютно с тобой согласен. Причем при таком сильном давлении. Нацизм не отрицает другие нации. Вы путаете фашизм с нацизмом. Да, то есть это там много интерпретаций есть этому определению, и фашизму, и нацизму. Поэтому мы можем сейчас долго это обсуждать. Так. Мы приплывем на ковчеге. Марат будет в шляпе и в очках, как кот Базиль. Добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла. Машуоль, Фриман. Так. Железный человек. Джахар же сказал, какой у нас статус. Это тебе недостаточно. Статус Чеченской Республики Ичкерия определен. Независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. И больше этот статус ни с кем не обсуждается. Все, этот вопрос Джахар закрыл. Так. У жены Масхад была мама Лом, а Алла никого там не было, и не сравнивайте. Хорошо, не буду сравнивать. Вы не читали о том, что Израиль планировался создаваться на месте Чечни и Ингушетии, говорит Колобок. Для этого чеченцев депортировали. Вас не смущает присутствие еврейских ботов на стримах? Ну, может быть, Колобок, здесь присутствуют еврейские боты, но здесь также присутствуют и не боты еврейские, а нормальные пользователи, с которыми я лично знаком. Я абсолютно не верю в сказку, что чеченцев и ингушей депортировали, чтобы заселить туда евреев. Потому что нас на самом деле депортировали, и 13 лет нам не разрешили возвращаться, пока не сдох Сталин. И вот когда нас депортировали, туда поездами не завозили евреев. Туда завозили беспризорников Московской области из детдомов, соседних разных там Ставропольского края и так далее, и так далее. И там евреи жили до того, как нас депортировали, жили, когда мы были в депортации, и когда мы вернулись, они на перроне встречали нас с нашей национальной песней. Поэтому пропаганда России, которая нам навязывает, не имея никаких доказательств, документальных, что вместо Чечни и Ингушетии должны были сделать Израиль,
не выдерживает никакой критики, только лишь даже по одному факту, что евреев туда так за 13 лет и не завезли. Ну, кроме наших, которые проживали в Дагестане, в Дербенте и у нас, в нашей стране. Поэтому это пропаганда, Колобок. Не верь этой пропаганде. Я тебя не говорю считать евреев там самыми хорошими людьми. Нет, ни в коем случае. Ты должен сам все взвесить, посмотреть. Ну и посмотри на то, что нам вдалбливают в голову. На митинги ходить нельзя. Евреи зло во всем мире. А чеченцы во всем мире террористы. Понимаешь? Не какая-нибудь Аль-Нусра, Аль-Каида, а весь наш народ террористы. Вот такое же зло, как терроризм, такое же зло и евреи представляются. И вот оскомину уже это набило, уже евреи не дают себя так обижать. Сейчас обижают нас, а ты подвергаешься вот этой пропаганде и повторяешь ее за ними. Нет. Зло нам приходит ни от Израиля, ни от евреев, ни от англичан или американцев. Да, может быть, кто-то из них свою выгоду или часть выгоды своей с этого получает. Да, из каштана чужими руками всегда найдутся люди, из огня таскать каштаны чужими руками всегда найдутся. У всех, и у чеченцев тоже. Но зло нам приходит от России, от империи, русской империи. И больше ни от кого. Да, там есть и дагестанцы у нас очень много в эту войну сейчас контрактниками были и так далее. Деньги зарабатывали. И другие были, и третьи были. Все были. Самые родные и близкие были. Из нас даже люди там есть, как мы знаем. Поэтому не поддавайся на провокацию. Не дай себя обманывать. Я тебе говорю не за евреев, за себя будь. За себя. Просто разберись. И все. Дело не в евреях. Евреи такие же, как чеченцы, как другие. Хорошие, плохие. Но зло нам 4 века, даже больше, идет от России. Все, что мы получили, все зло, все наши беды, только лишь от России. И они не обязательно христиане. Они какое-то время были христианами, потом они Бога отменили и сказали, что Бога вообще нет. И убивали нас уже в 1944 году, не будучи вообще неверующими, официально неверующие ни в какого Бога. Убивали как нас сатанисты. Мы там говорим кафиры. А кафиры, христиане какие-нибудь, которые живут там, я не знаю, в Австралии, или где-нибудь в Японии. Им до нас вообще дела нет, они знать про нас не знают. Но мы его кафиры. Нет, не надо распыляться. Сперва нужно определить точно. Знаете, в чем был успех Джохара Дудаева? Он четко распределял акценты, так как знал эту систему изнутри, знал, как это работает. Он четко определял тона во всем. И одним словом он мог изменить полностью ситуацию, конфигурацию. Против него готовилось, против него. Если бы он не возглавил бы чеченский народ, против него не готовилось. Против чеченского народа готовилось. И Джохара Дудаева в лице этого чеченского представителя этого народа готовилось что-то, и он это мог обойти. Потому что он отлично разбирался. И его нельзя было купить вот этими сионистский заговор там, или там... Еще как он рассказывал, если вы помните, итальянская мафия, сионистский заговор. Сейчас чеченский терроризм. Мы с этим боремся, и мы это поборем. И уже у нас есть результаты, и ситуация в мире меняется. И чеченский народ уже выкрапкивается, и гражданское общество уже практически уже сформировано у нас. Все у нас есть. Не хватает нам координации хорошей, правильной. Все отлично. Поэтому не поддавайся, Колобок, на эти провокации. Так, пойдемте дальше. Дима Бимбат хорошо Аслан разъяснил. Колобок, не дай себя съесть, все будет Ичкерия. Да, Алмула.
Слава Украине, говорит Ичкерия Фарева. Иса как-то мог себе так, алейкум салам. Правильно, говорит, Аслан говорит за себя, будь аслаг. Джас Давид. Чечня не Россия. Да, да, Россия бомбит, убивает чеченцев, а виноваты евреи. Так, Нохчигант. Евреефобам хочу посоветовать изучать историю евреев и нашу, и вы увидите много соответствий. Евгений. Это шарообразное печеное изделие не подвергается конторской пропаганде, а активно и систематически ее распространяет тут. Да, Евгений, я тоже замечаю такие иногда вбросы, которые трудно списать на то, что человек под каким-то, такие вещи говорит, уже это даже самые отбитые уже такие вещи уже не говорят. Тогда напрашивается мысль, что распространяется все-таки. А если дальше будет продолжаться, мы таких баним. Нохчикант. Наш народ так же гоним, как и евреи. Джагар Дудаев. Да нам кремлевские стукачи мозги разбили про евреев, про этот отвод только дебилам непонятным. Дима Бьон. Так. Рубайте, не сломается, не переживайте, она честный человек. Евреи нам не враги, они вообще не знают, кто мы. Те же евреи, которые живут среди славян, поверьте, они уже давно славяне. Да, тоже очень много обрусевших есть. Колобок, понял, спасибо. Почитай, Колобок, что тебе еще отвечают. В том числе евреи, которые у нас тут представлены. Основному идет рай. Так. Сурен Намов. Евреи нигде не воюют, они обороняются, поэтому их невозможно ни в чем считать виноватыми. Защищающийся, как минимум, не должен быть виноват, да? Фриман антиподъем. Чеченцам нужно учиться у евреев в строительстве своего государства, а не у арабов. Совершенно верно, Фриман. Антитеррор через стрим. Перевод слова кафир искажено. Кафир это тот, кто отрицает и препятствует истине. Убивает верующих. Китай кафиры, СССР кафиры. Их приказано уничтожить до того, как они уничтожали верующих. Так, призыв к уничтожению, может, не будем лучше озвучивать. Так, Новчикан. Вот, к примеру, среди нас сейчас есть предатели в виде кадыркинов. И есть ичкерийцы. Также среди всех народов есть добрые, порядочные люди. А есть и сексоты. Раньше тоже много верил, не изучая. Но не теперь. Да, Новчикан, это самое главное. Нам надо хорошенько разобраться. На самом деле, многие вещи нам преподносили много лет не так, как они были на самом деле. Асланбек Тутай. Я ходил один раз с Рубати, где судили убийцу Зелимхана в Берлине. Так, Джаз Давид. Арабы, хоть и мусульмане, у нас с ними часто бывают конфликты. Хотя они мусульмане, но они арабы. И чеченцы для вещи, как земля и огонь, несовместимы. Так, друзья, я перемотаю. Не только евреи, там масоны, мамонты, англосаксы, гуманоиды, только не русские. Да. Нам не нужен кремлевский ислам, говорит Асамбек Тутаев, совершенно верно. Евреи, арабы это близкие семитские народы. Да, это братьями, кузенами, двоюродными братьями друг друга называют. И поэтому по факту они такими и являются. И им нужно разобраться, это давно идущая внутренняя такая семейная история. Я думаю, они договорятся и разберутся. Далмула. Боже, храни шариатскую Англию, батя. Тинаба, говорит, удовлетворил.
Так, Just Dead, Валай, прекрати про евреев. Я еще раз повторю, евреи нам ничего не сделали. Это то же самое, как ненавидеть японцев. Евреи с нами не имели, как японцы, исторических связей. Валай, немного логики выжили. Да, Just David, точно, точно. Так. Фриман антипозит. Эй, портянки вонючие, гибьё мелкотрав, читая. Не слышу задорного лая про массовые военные преступления в Чечне, фашистской России. Да, вот абсолютно, что меня возмущает тоже, Фриман. А можно говорить о евреях, можно об американцах говорить, можно о ком угодно говорить, об Самуэле Пати, французском бедном учителе можно говорить. Но нельзя говорить о сотнях тысяч убитых, нельзя произносить фамилию Путин, Патрушев, ФСБ, ГРУ, преступники, фашизм. Этого нельзя говорить им. Но им можно сказать там про Самуэля Пати, про бедолагу какого-то учителя, который жил себе, никого не трогал, учил детей, как он видел. Ужас, ужас. Ну ничего, все будет отлично. Асна, я во время твоего эфира отдыхаю душой или душевно отдыхаю. Баркаламза, ты реализуй. Так. Аслан Батиля, говорит. Все, уже заразил всех. Маждада и оттуда влетю к своим батилям. Так, Ичкерия Форева. После освобождения Беларуси от диктатора, друга Путина, Беларусь, как Украина, наш друг и партнер в будущем. Надеюсь, и Беларусь, и Украина будут одними из первых, кто поспособствует нашей деоккупации. Да, и то, что вот на карте Украине какая-то рука поднялась и написала на украинском языке, что Чеченской Республики Ичкерия, это мало может показаться, но это тот сигнал, который мы получили, приняли и поблагодарили. И такие же сигналы мы должны всячески, везде помогая украинцам, отстаивая их государственность, мы отстаиваем свою. Мы должны тем же отвечать. Так, ага, эфир хожа сапарга дол садо свой да мула. Еврей головного мозга особая форма шизофрении. В России уже осталось меньше 200 тысяч евреев. До сих пор Россия не может новый грамматон найти. Осточертели уже. Сами-то за что-то отвечают, не отвечают. Так, друзья, заканчиваем. А евреи сами про себя поют песни типа «Если в крае нет воды, значит вы пережили». Евреям респект. Фриман антибуддизм. Вам, портянки, надо думать о том, как вы останетесь наедине с чеченским народом, а не о евреях и евреичкирийцах. Да, точно. Да, евреи, которые себя чувствовали евреями, давно уехали из РФ, остались обрусевшие, которые по крови уже давно славяне. Не все. Я знаю евреев, которые, да, они хорошо говорят по-русски, может быть, они плохо говорят на иврите, но они евреи до мозга костей. Я знаю таких в Москве. Москвичи такие же в каком-то колене. Так, друзья, на этом наш стрим закончится. Я вам сейчас покажу одно видео. Это тоже Boston Dynamics, там 1,5 минуты. Мне очень нравится вот эта компания Boston Dynamics, их роботы, которые они выпускают. Они их сейчас используют там в шахтах, под землей, на нефтяных вышках, скважинах. Там используется, где опасно находиться человеку. Используются вот эти разные роботы, и я вам предлагаю посмотреть, куда движется наука, куда движется прогресс, технологии, и нам тоже следует в этом направлении двигаться, потому что один такой робот-собачка сможет навести человека, который будет сидеть с джойстиками за 1000 километров, выполнять работу, в том числе и по устранению неугодных. Поэтому, господа, думайте о технологиях. Сила в мозгу, а не в мышцах или в автомате. И, как говорится, по нашей традиции,
Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Бюсте, галёль, адикёль, маш, ольшевиге. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. До свидания. Thank you.